моя работа заключается в том, что привести новые идеи, новые знания для своих молодежи. Инновационное развитие молодежной политики. В Ингушетии стартовал саммит молодых парламентариев. На защите Родины они стояли насмерть. Вспомним, как воевал разведчик Магомед Албаков. Мнения расходились, но я все-таки решила привить младших детей, так как подумала, что будет, наверное, лучше. Вакцинация – лучший способ защиты от болезней. В республике проходит неделя иммунизации. Водитель во время совершения наезда был в состоянии алкогольного опьянения. Мы его освидетельствовали. Пьяному не место за рулем. Врачи борются за жизнь 8-летней девочки, которую сбил нетрезвый водитель. Я хочу быть лучшей пианисткой всей России. Произведения великих композиторов в исполнении юных музыкантов Ингушетии. В Назране прошел конкурс молодых исполнителей. На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Сегодня день российского парламентаризма, который был учрежден 27 июня 2012 года. Установление новой памятной даты призвано способствовать привлечению внимания населения к деятельности Федерального собрания России и законодательных органов власти в регионах. В качестве даты празднования было выбрано 27 апреля. В этот день, в 1906 году, начала работу Госдума Российской империи. Госдума стала нижней палатой парламента, верхней палатой которого был Государственный совет. Сегодня парламент России – Федеральное собрание, так же, как во времена империи, состоит из двух палат – Государственной Думы и Совета Федерации. Первые выборы в парламент прошли в день всенародного голосования по Конституции, то есть 12 декабря 1993 года. Изначально предлагалось отмечать праздник российского парламентаризма в день начала работы Верховного Совета России, который открыл свое первое заседание 18 марта 1990 года. Однако позже идея была пересмотрена с учетом замечаний историков о том, что российский парламентаризм значительно старше. Ну а история ингушского парламентаризма началась еще в далекой древности с Народного совета старейшин. Детальные подробности исторической хроники и современности изучают в эти дни в Ингушетии молодые парламентарии. Представители из 12 стран приехали в республику на саммит МАГАС-2018. Сегодня был первый день. Начался он с официального открытия с участием председателя правительства Ингушетии. Репортаж Ирины Тичоевой. Под звуки российского гимна начинает свою работу первый в России саммит молодых парламентариев, участники из 13 стран мира. Они говорят на разных языках, отличается цвет кожи и религиозное убеждение, но в одном они все едины. Молодые и амбициозные, с огромным желанием пригодиться родной стране. От инициативы каждого из вас и вашей ответственности и гражданской позиции во многом зависит формирование правовой культуры, укрепление дружбы и взаимопонимания народов и государств, участников Содружества. Поддержание интеграционных процессов, происходящих в наших странах. Уверен, что саммит подарит всем его участникам интересное и полезное общение, даст возможность обрести новых друзей и единомышленников. Желаю вам всем успешной работы, новых идей и конструктивных решений. Такие площадки создаются именно для этого, чтобы здесь зародилось то зерно, которое завтра взрастит большое дерево дружбы, так скажем. Делегации из Македонии, Франции, Сальвадора, Монако и Испании. Все эти парламентарии, каждый в своей стране, занимаются продвижением идей и реализацией проектов, многие из которых уже успешно работают. И моя работа заключается в том, что привести новые идеи, новые знания для своих молодежи, чтобы они учитывали, как это все происходит и как развиваться в дальнейшем, если ситуация какая-то возникнет. Россия очень большая, и Россия очень такая дружная страна. Регион из непривели к росту терроризма. Исламские государства.
Запад контролирует огромные территории, как и удалось. Пожалуй, больше всех на саммите ждали участников из Сирийской республики. Из-за сложного военного положения ребята до последнего не были уверены в том, что приедут. Сначала хочу поблагодарить вас за гостеприимство. Это данный саммит был возможностью рассказать о нашей ситуации в Сирии, в состоянии народа. И мы очень благодарны, хотел поблагодарить вас, Россию, за показанную поддержку. К Ингушетии у ребят особое братское отношение. Они безмерно благодарны России, которая не осталась в стороне в их беде. Наша республика много раз оказывала сирийскому народу гуманитарную помощь в виде продуктов первой необходимости. Организатором молодежного саммита выступила наша республика. Цель одна – знакомство всех участников и обмен лучших парламентских практик. Вообще в России они проводятся впервые. Насколько мы знаем, парламентаризм, именно молодежный, как таковой, это слишком молодой орган, и органом власти его в принципе не назовешь. В общем саммите участвует около 80 человек, это представители субъектов Российской Федерации, то есть представители молодежных парламентов субъектов Российской Федерации, по одному, по два от каждого региона. Еще два у нас насыщенных дня, в котором образовательная программа, встречи участников саммита с уже профессиональными политиками и вип-гостями. Программа саммита разделена на две части. Помимо теоретической планируется и знакомство с красотами Ингушского края. Программа саммита очень обширная. Сегодня здесь будут проходить мастер-классы, обмен опытом. Ну а тем временем участники первого молодежного саммита парламентариев хотят запечатлеть каждый момент. Лина Сычева, Рамзан Миржоев, Новости 24. Главная цель саммита молодых парламентариев МАГАС-2018 – это эффективное развитие молодежного парламентского движения как инновационного направления молодежной политики. Это хорошая возможность для получения знаний и обмена опытом политически подкованной молодежи. После официального открытия участники перешли к деловой части, о которой расскажет Амина Бокова. Вот эти решения, да, если вы их предлагаете, они должны быть построены по принципу SMART. То есть вы ставите конкретную, достижимую, понятную цель, предлагая конкретные решения для ее достижения. Развитие Ингушетии на ближайшие 20 лет. Тема авторского тренинга руководителя программы «Школа политических лидеров», директора экспертно-аналитического центра РАНХИКС и члена ряда экспертных советов при Комитете Государственной Думы России Николая Калмыкова. В течение 2 часов участники саммита должны представить свои инициативы, которые могут благоприятно повлиять на развитие республики, будь то изменения в законодательстве или издание конкретного указа или поручения. Ну а для начала ребятам предлагают перечислить все структуры, которые могут глобально повлиять на развитие региона. Наука, да? Да. У вас один университет? Университет один? ВУЗ. ВУЗ один. ВУЗ плюс ученые. От теории к практике участникам саммита предлагают разделиться на команды, а если точнее, на министерства и ведомства, и за 5 минут разработать свои проекты и инициативы, которые они хотели бы предложить главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову. Как и в реальной жизни, автор тренинга сам назначает всех министров, а они, в свою очередь, набирают себе аппарат. Так, друзья, у вас министр будет... Вот. Друзья, а у вас министр, знаете, кто будет? Девушка. За столь короткое время незнакомым людям необходимо скоординироваться и корректно сформулировать свои предложения в единую программу. Задача, на первый взгляд, непростая, но в этом и суть тренинга – раскрепостить его участников для открытого и свободного обсуждения своих вопросов и презентации авторских проектов и идей широкой аудитории. Артем Цунаев представляет молодежный парламент города Волгоград, ну а сегодня он в роли министра экономического развития Ингушетии. Тем не менее, молодой человек не растерялся и быстро подготовил ряд инициатив, тем более, что в родном городе он как раз занимается развитием экономического сектора. Поддержка предпринимательства путем предоставления госгарантий. Нам необходимо контроль над проектами осуществлять от начала и по реализации постоянно контролировать, чтобы не было нецелевого расходования средств. У нас была очень хорошая команда. Мы работаем все в сфере экономики, и у нас есть свои наработки. Хотелось бы повысить уровень жизни в республике. А это невозможно сделать без инвестиций в регион. Соответственно, мы хотели сделать тарифное регулирование, чтобы в обмен на инвестиции мы делали скидки на энергоносители, льготы на налоги по имуществу движимому, недвижимому и прочее.
А вот Олег Новотырев – участник из Северной Осетии, сегодня в роли председателя комитета по делам молодежи. Вместе с командой они выступают за ряд реформ в сфере образования, в том числе в области дистанционного обучения. И это далеко не все. Освобождение от уплаты налогов молодых предпринимателей, но это только для начала и только временно на 3 года. Данный тренинг, он крайне интересен на самом деле, потому что позволяет людям уже непосредственно себе прочувствовать уже определенную роль. И ты настолько уже вживаешься в эту роль, то есть ты испытываешь вот эти чувства, эмоции, что бесценно. Очень интересно. Я представлял Государственную Думу, то есть нужно было разработать законодательные акты, которые бы улучшили жизнь региона. Увлекательная игра, задача которой – моделирование деловых процессов по взаимодействию политических, государственных, общественных и бизнес-структур, называется проект «Интеграция». И является лишь частью большого авторского тренинга Николая Калмыкова, который называется «Интенсивный курс подготовки от школы политических лидеров», направленный в первую очередь на разработку и продвижение проектов в общественно-политической сфере. Я вижу действительно горячих, интересных ребят, которым рекомендую в первую очередь читать. Много работать с литературой, много работать с документами, с одной стороны. С другой стороны, мы все-таки еще занимаемся большим общественным проектом по системе наставничества, который сначала поддержал премьер-министр, и недавно, вы, наверное, слышали, поддержал президент Российской Федерации. И действительно, каждый человек, имеющий свою инициативу, свой проработанный проект, может найти себе сейчас наставника, который бесплатно будет его консультировать по его проектам. Мы этим тоже занимаемся. На этом тренинге программа саммита не завершается. Далее для молодых парламентариев проводит тренинг Кирилл Харитонов, заместитель председателя молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Я буду поднимать вопросы межпарламентского взаимодействия на молодежном уровне. Это проекты патриотической направленности. Каждый день горжусь Россией. Международные проекты «Тест по истории Великой Отечественной войны», «Тест по истории Отечества». Я знаю, что Республика Ингушетия ежегодно, 2 раза в год всегда принимает участие в этом федеральном, уже международном проекте, в котором принимают участие более 500 тысяч человек по всему миру на каждом мероприятии. Это проект «Молодежная команда страны», которая готовит молодежь к выборным кампаниям муниципального уровня, регионального уровня, региональных законодательных собраний. Программа форума основана на опыте ведущих политических технологов и консультантов России, а также на анализе самых эффективных карьерных стратегий и успешных крупных проектов российской политики. В целом для молодежи нашего региона это уникальная, очень удобная, самая лучшая площадка для обмена знаний, опыта, взглядов, да и в целом многих других направлений. Что он даст, какие будут полезные моменты, то есть цели и задачи в целом, и что будет на выходе, будет видно в конце, в принципе, по факту, если говорить. И, соответственно, отсюда мы будем уже понимать, насколько необходимо проводить подобные политические мероприятия у нас в регионе среди нашей молодежи с приглашением молодежи других регионов. На сегодняшний день деловая часть саммита завершена. Молодые парламентарии отправятся на экскурсию в Джиракско-Асинский музей-заповедник, где расположено более 2000 объектов культурного и исторического наследия. Уникальные комплексы – это ингушские боевые башни, могильники и храмы. Амина Бокова, Адам Дулаков, Новости 24. Совсем скоро, 9 мая, страна отметит День Победы. На фронтах Великой Отечественной войны воевало более 20 тысяч ингушей, многие из которых без вести пропали. Поиском имен героев, затерявшихся во время войны, занимается Государственный архив Ингушетии. Архив ведет эту работу с 2009 года. За все время работниками было найдено около 1000 участников. В помощи архивистам помогают и родственники участников Великой Отечественной, принося фотографии, удостоверения и фронтовые письма. Поиск ведется по 2 интернет-сайтам – ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа». По ОБД «Мемориалу» проходят списки тех, кто погиб или пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны. По сайту «Подвиг народа» там находится информация об ветеранах войны. То есть тот, кто участвовал в Великой Отечественной войне, получил какие-то награды в период участия или на фронтах Великой Отечественной войны и вернулся уже по окончанию войны. Списки периодически пополняются, сайты обновляются. Вот, если мы находим новую информацию, мы опять их формируем. Иногда бывает, что мы можем найти и 20 человек, иногда может и 9 человек. Там в зависимости от того, как опять-таки работники архива Министерства обороны, как их пополнили. Мы продолжаем вспоминать героев-защитников Отечества. Сегодня расскажем о Магомете Албакове, который прошел почти всю войну разведчиком.
Под его командованием была обнаружена и разбита немецкая разведгруппа. Магомед был удостоен высоких наград, и после себя он оставил дружную семью, которая бережно хранит память об отважном деде. Репортаж Хади Добриевой. В 1940 году Албаков Магомед Сустабевич, мой отец, с должности зампредседателя райисполкома уходит в армию. Дома у него остаются родители. Единственный сын у родителей Магомед Албаков был призван в армию в 27 лет и направлен в 11-й запасной танковый полк в город Луга Ленинградской области. Оттуда в сентябре его переводят в 24-й отдельный разведывательный батальон, который весной 41-го перебазируют в город Пушкин. Войну Магомед Албаков встретил там же, в звании командира бронемашины и замкома взвода. Его батальон сразу же отправляют на передовую, а Магомед все время проводит в разведке с командиром Хрустицким. Он говорил, такой смелый человек. Я никогда не видел такого смелого боевого товарища. И очень тяжело переживал по поводу его кончины. Однажды они должны были вместе поехать в разведку, а у моего отца пошла носом кровь, и он не смог выехать. И Хрустицкий поехал вместо него. И в этом бою Хрустицкий погиб. Из разведки щитом борю. Сам ветеран о войне рассказывал часто, но немного, всякий раз обрывая себя на полусловие, не желая вспоминать все тяжести, пережитые в годы войны, но до конца вспоминал своих товарищей и командира, с которыми он прошел не один тяжелый бой. Он говорил, что с ним служил еще один чеченец. Он погиб во время разведки. И он похоронил его сам, как положено по нашим обычаям. Потом, после того, как он после войны демобилизовался и приехал, мы уже вернулись с Казахстана, он нашел его отца, он еще тогда был жив, и рассказывал ему, какой был его сын, как они служили, как они воевали. О боевом пути Магомеда Албакова родственники знают и из газетных статей того времени. Еще в 1941 году в октябрьском номере газеты «Известия» вышла статья под названием «Глубокая разведка», в которой напечатали о том, что под командованием старшины Албакова была полностью уничтожена вражеская разведгруппа. Сам старшина тогда получил контузию и 2 ранения. Бис хат уялюрюх, ды сирдши дина. Соудук ачетр, что пож кур дом еррикес кур хаетти. Хам баргицугуш. Дохжи неqash да дохжи набмюр охюх, адиша наби ишуатиш. Ишта цел хаити да дохштойх дахжи. Хакок ашкитиш хасому дуалж. Позже старшину Албакова направляют в 799-й батальон аэродромного обслуживания, действующего в составе Волховского фронта. А в 1943 году Магомеда отправляют в Московское военное инженерное училище на курсы повышения квалификации. Там он проучился до 1944 года, до своего увольнения и начала депортации. Его направляют на свалку леса в Зауралье. После нашей высылки по ходатайству отца, то есть моего дедушки, в 1946 году он возвращается домой. Уже после войны Магомед Албаков был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, а его награды, полученные им на полях сражений, были потеряны. Восстановить их до сих пор не удалось. Ветеран ушел из жизни 18 лет назад, но у него осталась большая семья, 11 детей, 50 внуков и столько же правнуков. Но самое главное, он оставил о себе память как о герое войны и достойном сыне своего Отечества. Хади Добриева, Тимур Карахоев, Новости 24. Во всем мире стартовала неделя иммунизации. Она проводится с 2012 года и позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от различных заболеваний. В рамках недели иммунизации в Ингушетии вакцинируют детей дошкольного и школьного возраста. Хади Бекбузарова расскажет. Музыка и танцы. Вот так весело подошли к вопросу вакцинации в Малгобекской больнице. Сегодня сюда пригласили родителей с детьми и устроили для них мероприятие с участием аниматоров. Многие мамы, посетив поликлинику, все-таки решили привить детей. У Фатимы Гордановой, к примеру, их 4. Старшие вакцинацию не проходили, и, по словам Фатимы, она жалеет об этом. И сейчас тщательно следит за здоровьем малышей и вовремя делает все прививки. Мнения расходились, но я все-таки решила привить младших детей, так как подумала, что будет, наверное, лучше.
привитым быть. Но важно понимать, что именно благодаря вакцинам удалось победить такие заболевания, как чума и оспа, из-за которых умерло сотни миллионов людей. А из-за отказа от прививок проблемы могут возникнуть не только со здоровьем. При отказе от вакцинации могут возникнуть проблемы при выезде в хадж, например. Без вакцинации не выезжают наши паломники. При выезде в какие-то страны определенные прививки для той или иной страны есть, которые необходимо сделать перед въездом в страну. При поступлении в садик, в школу, потому что дети не привитые, они представляют опасность для окружающих. Вакцины, которыми здесь пользуются, практически не вызывают осложнений. Ни одного случая за все время пользования ими. Они являются одними из самых лучших. Неделя европейской иммунизации направлена на популяризацию вакцинации детей. Ведь отказываясь от прививок, многие родители ставят под угрозу здоровья не только своих, но и чужих детей. Мероприятие для того создано, чтобы мы своих деток защитили от кори, от полиомиелита, от разных заболеваний. Я являюсь мамой, я являюсь бабушкой, у меня есть внуки, и я считаю, наша обязанность, мы должны своих деток, то, что от нас нужно, защитить. Также в продолжении акции провели круглый стол с участием руководителей сельских поселений, главы администрации Малгобека и представителя Общественного совета Минздрава Ингушетии. Сейчас наша с вами задача, в лице общественников, задействовать все механизмы Института гражданского общества, чтобы население в целом, население республики, население, жители района откликнулись на эту акцию и, в принципе, привили своих детей. Вакцины могут защитить от многих инфекционных заболеваний, которые, как известно, имеют негативные последствия. Возможен даже летальный исход. Поэтому в том, что они нужны и важны, сомнений нет. Хади, скажи, пожалуйста, больно делать прививки? Нет. Другим деткам советуешь приходить в больницу? Да. Не оставили детей и без подарков. Они получили раскраски, цветные книжки и сладости. Хайди Бекбузарова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Сейчас прервемся на короткую рекламу, а вот что вы увидите во второй части выпуска. Пьяному не место за рулем. Врачи борются за жизнь 8-летней девочки, которую сбил нетрезвый водитель. Произведения великих композиторов в исполнении юных музыкантов Ингушетии. В Назране прошел конкурс молодых исполнителей. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41. Продолжаем выпуск. Накануне 8-летняя девочка стала жертвой пьяного лихача в Магасе. ДТП произошло на улице Мальсагова. Ребенка с многочисленными травмами доставили в больницу. Сейчас она в крайне тяжелом состоянии. Подробности происшествия в материале Индиры Манкеевой. Есть ли прощение человеку, который осознанно сел за руль пьяным, в результате чего совершил наезд на 8-летнюю девочку, которая уже второй день находится в состоянии комы? На этих кадрах видно, сколько врачей борются за ее жизнь. Виновник ДТП ехал на машине марки «Мерседес», в народе 124-й. Знатоки знают, какой должна быть сила удара, чтобы помять бампер именно этого автомобиля. Сейчас девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Все специалисты всех профилей, это нейрохирургия, это офтальмология, челюстно-лицевая хирургия, хирурги общего профиля, реаниматологи. То есть весь спектр врачей, который имелся у нас, он был подключен, и по тем травмам, которые мы считали могут быть у этого ребенка, они были задействованы, и некоторые диагнозы были сняты после осмотров, а некоторые были, конечно, подтверждены.
Все произошло вчера около 5 часов вечера в Магасе. Девочка перебегала дорогу. Следы крови до сих пор видны на месте происшествия. Как отмечают сотрудники ГИБДД, на этом участке дороги установлены все необходимые знаки. Единственное, что требуется от водителей – соблюдать правила дорожного движения. Здесь максимум водитель может двигаться со скоростью 30 км в час. Вот знаки здесь имеются, пешеходный переход здесь имеется метров 150 от места происшествия, пространства происшествия. И бордюры здесь есть, чтобы водители не превысили установленную скорость. Все необходимые знаки дорожного движения здесь имеются. Во время наезда данного ребенка несовершеннолетнего водитель сам перевозил несовершеннолетних детей, был в состоянии алкогольного опьянения. Мы его освидетельствовали, акт освидетельствования у нас имеется. Дело по данному случаю будет передано в следственный отдел. После расследования будет ясно, чем поплатится пьяный лихач за любовь к скорости и алкоголю. Индира Манкиева, Тимур Карахоев, Новости 24. «Единая Россия» предложила ввести уголовное наказание пьяным водителям, сбежавшим с места аварии и избежавшим медицинского освидетельствования на алкоголь. Ранее Конституционный суд России обязал федерального законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. На сегодняшний день российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность. Но Уголовный кодекс не предполагает усиления уголовной ответственности за побег. Статистика аварий с участием детей подтверждает, что профилактическую работу с водителями и детьми необходимо вести еще активнее. В дошкольном учреждении «Солнышко» в Назране прошло мероприятие на тему «Правила дорожного движения», на котором ребята в игровой форме показали, как нужно вести себя на дороге. На мероприятии присутствовали представители ГИБДД и родители воспитанников. Подобные поучительные акции в детском саду не редкость, они проходят ежемесячно. Мероприятие по правилам дорожного движения поможет детям узнать следующее. В первую очередь, это в каких местах безопасно переходить дорогу, где запрещено пересекать проезжую часть, когда водители обязаны остановить транспортное средство, чтобы пропустить пешеход, изучит правила светофора, поверхностно узнает самые главные правила дорожного движения. К другим темам. В летних лагерях Ингушетии отдохнут 4000 детей. В этом году в проведении летней оздоровительной кампании примут участие 4 стационарных лагеря республики. Продолжительность отдыха составит 21 день, в том числе и в пришкольных лагерях дневного пребывания. К работе в детских оздоровительных учреждениях будут привлечены студенты педагогических специальностей. Неотъемлемой частью отдыха станет проведение культурных и спортивно-массовых мероприятий с детьми. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности детских учреждений. Лагеря будут оснащены техническими средствами антитеррористической защищенности, обеспечен общественный порядок в лагерях и при перевозке детей к местам отдыха и обратно. С 20 апреля по 15 мая в рамках 3-го международного благотворительного фестиваля «Ангелы природы» в разных регионах Северного Кавказа проходят акции по озеленению городов и прилегающих к учреждениям территорий. О том, как прошла высадка деревьев в Магасе, сюжет Мадины Пугоевой. Тур Республиканского центра дистанционного обучения заполнен атмосферой добра и счастья. Дети с ограниченными возможностями здоровья, волонтеры, преподаватели и родители воспитанников образовательного учреждения собрались вместе для того, чтобы посадить саженцы ясеня. Это первое дерево, которое мы посадили, она помогала мне вместе с этим. Я держала, закапывала, потом мы полили водой. Асибекова и Фарида Цицкиева дружат уже почти 3 года. Девочки играют вместе, делают домашние задания и даже совершают совместные покупки. Тем самым помогают друг другу на время забыть о своем недуге. Море улыбок и положительных эмоций у подруг во время посадки деревьев замечают и родители, которые искренне рады такому времяпрепровождению. Нам это приятно. Это для матери. Все. К акции присоединилась и Мария Мханиева. Девушка в этом году заканчивает 11 класс. Выпускница Центра дистанционного обучения планирует оставить память о себе будущим воспитанникам учреждения. Да и посадка деревьев – дело богоугодное, уверена она.
И ведь не зря говорят, что природа влияет на наше здоровье. За окном плюс 24. Легкий ветерок придает трудящимся бодрости, сил и энергии. Так что даже погода в этот день благоприятствует полезному труду на свежем воздухе. Поднять лопату, поднять ведро и наклониться – это, естественно, очень необходимо для нашего здоровья. И с другой стороны, это все-таки наше психическое здоровье. Проводя такую акцию, дети начинали говорить о том, что надо же, мы даем жизнь этому растению. Оказывается, он живой, и я лично поспособствовала тому, чтобы это растение продолжало жить. Это теплолюбивое деревце растет быстро, а потому радовать гостей и воспитанников центра своими пышными кронами оно начнет уже через пару лет. В его тени можно будет отдохнуть, наслаждаясь прохладой, а биологические свойства ясеня помогут очистить окружающую среду. Различные виды деревьев выделяют эфирные масла и фитонциды. Это их свойства. Фитонциды убивают микробы. Различные патогенные микробы, злокачественные, болезнетворные для человека. То есть тем самым облагораживается, очищается воздух, которым мы дышим. Подобные акции в рамках международного благотворительного фестиваля «Ангелы природы» проходят в различных регионах Северного Кавказа. Расширяя географию участников, авторы проекта продолжат работу по озеленению городских улиц и прилегающих территорий в Поволжье и на Урале. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Четверть века на сцене. В мае госансамбль Ингушетии отметит 25-летие со дня своего создания. По этому поводу коллектив проведет в республике масштабный концерт, который пройдет 12 мая во Дворце спорта «Амагас». В нем примут участие вокальные и хореографические коллективы со всего СКФО. Сейчас ансамбль активно готовится к празднику, оттачивая свои движения и мастерство национальных танцев. Ну а сразу после концерта коллектив планирует поехать с гастролями в Италию и Абхазию. Стоит отметить, что за все время своего существования ансамбль народного танца «Ингушетия» побывал с гастролями во многих странах Европы – Франции, Италии, Германии, Бельгии и Польши и является лауреатом многих международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. Музыка и дети. Сегодня в студии искусств в Назране прошел республиканский конкурс юных исполнителей. В нем приняли участие воспитанники всех музыкальных школ Ингушетии. Подробности в сюжете Даны Плеевой. Произведение великих композиторов в исполнении юных музыкантов. Сейчас на классе фортепиано перед зрителями выступает Раяна Якеева. Девочка сыграла две композиции – Чайковского «Мама» и Прокофьева «Мимолетность». Я эти песни играю... Нет, «Маму» играю уже второй год, а «Мимолетность» первый раз. Самое большее я боялась «Мимолетность», что я провалю. Полная тишина и никакого постороннего звука при выступлении участников. Главное правило конкурса. Потому свое ожидание, волнение и страхи ребята и взрослые переживают молча. Решение жюри ждет и Диана Таршхоева, которая учится в музыкальной школе Малгобека. Пришла на конкурс и надеюсь выиграть. Чуть подумав, девочка уверенно заявляет: «Я хочу быть лучшей пианисткой всей России». Целеустремленность, упорство и, конечно же, любовь к музыке Диане досталась от матери. В той самой музыкальной школе, где учится дочь, Марина Картоева 15 лет преподавала уроки аккордеона и национальной гармошки. Когда 4 годика ей было, я ее привела к себе на работу. И с тех пор вот она подходила к инструменту, любила, видела, как дети занимаются, и ей хотелось всегда тоже вот учиться. Мама, когда приведешь, когда я могу учиться, она спрашивала всегда. Вот я отвечала на такие вопросы и привела ее тоже в 6 лет, в 6 годика, когда было ей. И вот она с тех пор занимается. Это только первый тур конкурса, в котором состязаются 17 участников 4 классов по игре на фортепиано. Судят ребят педагоги различных музыкальных школ и направлений со всей республики. Конкурс юных исполнителей в стенах студии искусств проводится каждый год со дня становления Ингушетии. Организатором его на протяжении 25 лет является Министерство культуры республики. Сегодня в зале здесь собрались опытные педагоги, люди, которые немало лет уже занимаются с детьми, для того, чтобы выявить наиболее перспективных, наиболее ярких детей, с которыми можно будет работать и дальше, и стараться, чтобы эти дети дальнейший свой путь продолжили в этом направлении. Всего на конкурс заявлено около 65 участников, и впереди жюри и зрители ждут выступления 5, 6, 7 классах на национальных духовых и струнных инструментах. Итоги конкурса подведут сегодня, а чуть позже участникам вручат дипломы и призы в здании Министерства культуры. Дана Плеева, Хаваш Гойгов, Новости 24.
Магаз в списке пилотных городов по программе «Умный город». По данным Минстроя России, в этот список также попали Воронеж, Евпатория, Пермь, Новосибирск, Великий Новгород, Уфа, Тольятти и другие. Внедрение умных решений в городах планируется начать до конца текущего года, отмечают в Минстрое. Напомню, в столице древнего Аланского царства и современной Ингушетии Магасу не так давно исполнилось 1075 лет. Череду преобразований в городе совсем недавно продолжила велосипедная дорожка и именные автобусные остановки, современные павильоны с автоматизированными дверями, телевизором, кондиционером и зоной Wi-Fi. С недавнего времени в Магасе запущен и вертолетный тур. Это были все новости к этому часу. А вот чем запомнилась эта неделя, смотрите в программе «Итоги недели» в это воскресенье с Риной Тичоевой. В итоговой программе уже в это воскресенье мы расскажем о ежегодном отчете правительства Ингушетии Народному собранию. Денежные доходы на душу населения выросли на 5,4%. Общая безработица снизилась на 3,2%. У нас самые низкие показатели инфляции по Северо-Кавказскому федеральному округу. На этой неделе в Ингушетии прошел Всероссийский форум «Блогинг-2018». Сегодня мы для себя открыли другую Ингушетию, которую раньше никогда не видели. У нас в России вот взяли, организовали такой вот, по сути, не форум больше, а инструктор. Также вы увидите, как прошел в республике первый международный саммит молодых парламентариев. Эти и другие интересные темы в воскресенье в итоговой программе с Риной Тичоевой 21:00 на Национальном.